Машинист Анатолий Гаврильевич готовится к очередному рейсу. Со станции Нижний Бестях он повезет состав из 70 вагонов. В пути главное – предельная осторожность и внимательность, говорит Анатолий. Ходятся такие товарищи, что умудряются залазить на путя, фотографироваться. Ну вот, внимательность превыше всего. Интенсивность движения на участке Томут Нижний Бестях растет. Сегодня товарные поезда ходят практически каждый день. Везут стройматериалы, продукты питания и народно-хозяйственные грузы. Ежегодно объем увеличивается на 20%. Нужно делать дополнительные примыкания подъездных путей для того, чтобы можно было этот вагонопоток перенаправлять на собственные подъездные пути владельцев. В дальнейшем якутские железнодорожники ожидают еще больший рост показателей. Ведется работа по снижению тарифов и доведению их до уровня среднероссийских. Для этого сейчас необходимо проработать механизм компенсации затрат. Планируется, что сделано это будет, как и в энергетике, за счет субсидирования РЖД. Это надо изменить массу законов, это надо изменить закон о естественных монополиях, устав железной дороги и так далее, и так далее, и так далее. То есть это не быстрый процесс, но он имеет место, и мы надеемся это все-таки провести. Тогда, конечно, безусловно, вот тот главный сегодня, или главная претензия к якутским железным дорогам о том, что у нас тарифы сегодня на коротком участке выше, чем в целом по сети на большое расстояние, он снимется автоматически. По стальной магистрали Якутии с начала года уже доставили свыше 2 миллионов тонн грузов, а пассажирскими перевозками воспользовались больше 35 тысяч человек. По словам экспертов, это показатель того, что отрасль сегодня стабильно развивается. Одной из главных задач на ближайшие годы железнодорожники называют запуск в постоянную эксплуатацию линии Томут-Нижний Бестях. Ожидается, что это событие полностью изменит транспортную логистику самого большого региона страны и сделает его более доступным. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков и Ларион Федоров. Вести. Якутия.